Первые изменения, на которые обратили внимание глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов и основатель благотворительного фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев, это новые ворота с национальным орнаментом и ограда протяженностью порядка 300 метров. Вот такие вот ворота. И забор можно обратить внимание. Как сказал, так сделал. Все помнят белый обшарпанный камень на мемориале Стелле, потресканный и потерявший былой вид. Сейчас объект полностью обновили, заменили основание и выполнили облицовку черным гранитом. Кроме того, теперь Стелла стала почти на метр выше прежней. Ну, обговаривали, потом я сюда еще приезжал. Такие были небольшие вот эти вот. Да, я предложил тогда, вот сделали так, чтобы можно было да, и значит, перечень. И у нас здесь будет интерактивный да? Доска, да. Она сегодня приходит. Да. Что здесь стоял стенд, и там фотографии были. Естественно, они каждый раз меняют их, абсурды, туда разговоры. А сейчас это будет вот доска будет сделана и сама по себе. И вот это великолепно. Это место особенно сакрально для ингушей, отметил глава региона. Здесь высечены имена жертв трагических событий осени 1992 года. Тогда в результате осетино-ингушского конфликта 378 ингушей погибли и 192 человека до сегодняшнего дня значатся в списках пропавших без вести. Это история, которую нужно знать и помнить, отметили руководитель субъекта и основатель благотворительного фонда. Здесь сложно было. Не видно гражданское. Да. И поэтому очень важно было, чтобы здесь каждый из пригородного района, из нашей, из других краев, областей приезжает. И вот чтобы они могли, Сахна, вот это вот все сделать. Далее они осмотрели обновленную молельную комнату. Строители возвели здесь новые стены и перегородки, утеплили здание, заменили пол и полностью усовершенствовали архитектурный облик фасада. Напомним, что ранее здесь элементарно не было даже отопления. Еще до начала ремонта Махмуд Али Калиматов озвучивал ряд пожеланий, которые необходимо было учесть в проекте. Особое внимание тогда он рекомендовал уделить коммуникациям, и все это было учтено. Вот здесь гардероб вообще не было. И здесь было, знаете, вот как в плохом навес, знаете, у нас делали по традиции там. Здесь все. Да. Вот это все. И вот эти балки придумали. И все сделано. Здесь, сколько не придут, хажибака, ладно, здесь, полностью. Обогрев. Ладно, не было здесь вообще не обогрев. Вообще, это было сложно. А сейчас мы можем говорить, что здесь сделано просто. Орнамент еще обратите на ковер, внимание такое. В этих коврах есть орнамент? Абсолютно. Все подобрано, все правильно. Молельная приобрела совершенно иной вид. Осталось только поставить минбар и обустроить гардеробную. Потолки были металлические, на стенах была фанера, вагонка. Сейчас это привели и делали более современное состояние, и оно стало приятным по цветовой гамме и по общему состоянию. Утепление полов, переборка полностью пола, утепление стен, менялись потолки. Вы видите, в каком состоянии сейчас преображено все это помещение. В рамках масштабной реконструкции здесь обновили все хозяйственные помещения, памятники, беседки, молельную комнату. Во дворе уложили новую брусчатку. Площадь реконструируемого объекта составила 1900 квадратных метров, плюс еще 220 отведены для уличной площадки. Все сделано на совесть. Строители отнеслись к объекту ответственно и пониманием его значимости для ингушей. Тот объем, который, Михаил Сергеевич, мы с вами тут были, как-то, да? Вот сейчас удивительно. Я виду Амалдер, особенно вот это, понимаешь? Да. Вот. И я думаю, тут ситуация совместную работу мы правильно это сделали. Надо это дальше посмотреть по этим, то, что мы говорили. Дальше, в будущем. Но сейчас вот на этом этапе, мне кажется, все, и вот этот верх сменили, все сделали. Над реализацией грандиозного проекта работала привлеченная из Москвы строительная фирма «Сетострой». В августе месяце мы приступили к работе. Здесь полностью менялся забор, менялось ограждение цоколя, делалась брусчатка, менялось основание, выравнивалась ротонда, менялись камни. На мечети, здесь полностью то, что мы видим сейчас, сделано из гранита,
брусчаткой. Это все новый материал, который здесь лежит. Но всегда, когда проходит определенное время, требуется поправка. За период времени много что-то вот пришло в определенное состояние. И, в принципе, сейчас все заново обновили. Благоустройство Гуазот-Кашмыш стало возможным благодаря договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцариевым. Напомним, что ранее на территории мемориального комплекса уже проводился косметический ремонт на средства, выделенные из Национального фонда развития Республики Ингушетия. Ну, наверное, наше сердце, наша душа, наша Это память. боль. Это боль. Я вот, мы много говорили, много обсуждали. Я скажу, что сегодня мы никогда не должны забывать. Много наших жителей были такие несправедливые, скажем, ситуации. Но, понимаете, наши отцы, деды, вот я даже помню, когда мы были молодыми, что они говорили? Идите учиться, идите работать, идите делайте, то есть воспитывайте и дальше идите. То есть мы никогда не должны забывать вот этот весь список. Мы не должны, у нас есть памятник жертвам, да? Мы никогда этого не должны, но мы должны идти вперед. Мы должны сагдал дезбы, ламаз дезбы, тагам дойдей дезбы, прийти. Но мы должны идти вперед. А самой этой ситуации сюда прийти, просто, знаешь, вот подумать. Мы в этом мире песчинки, просто песчинки. Но сегодня, чтобы память о них всегда оставалась, навечно она будет. Поэтому, когда Михаил сказал, сделай, у нас не хватало средств. Он говорит, сколько нужно, я на это кладбище отдаю, как и на другие объекты. Вот поэтому я говорю искренне. Потому что То, что ты говоришь сейчас, это вот радует. Это настоящие мужские слова. Остальное, понимаете, остальное это наносное все. Знаете, тут не надо тут это голову расшибать. Но вот здесь никогда нельзя забывать, что было. Ну, понимаете, наши прошли сколько поколений через всякие невзгоды. Язык есть, ингушский. Культура наша есть. Наша вера есть. Мы через века, которые деды пронесли, мы идем дальше. Вот самое главное. А в остальном все мы это будем делать. Это же один из объектов, но здесь горечь. Сюда надо прийти и просто задуматься о мирском. Понимаете, что вот мы все тленные на этой земле. Вот. Реконструкцию мемориального комплекса Гуазот-Кашмыш планируют завершить до конца текущего года. Отметим, что всего в 2023 году на средства благотворительного фонда «Сафмар» благоустроят 40 кладбищ, 33 мусульманских и 7 христианских. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.